Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Сегодня наша телепередача посвящена подготовкам к международным играм «Дети Азии» в столице Якутии. Надо заметить, плотное взаимодействие правительства Республики Саха-Якутия и окружной администрации города Якутска позволяет вести ремонты, строительство нового объекта, облагораживать и благоустраивать территории столицы Якутии. Идут полным ходом завершающие работы. И к 25 июня столица Якутии должна принять участников 8-х международных игр «Дети Азии». 8-е международные игры «Дети Азии» дают не только точку приложения сил, но и дают возможность и, наверное, самое главное, большую ответственность, чтобы все структуры, это и город, это и подрядчики, конечно, правительство республики, встретило достойно наши игры, мы могли с честью встретить гостей и провести игры на высочайшем уровне. Блок работы ведется достаточно большой. Задействовано будет, во-первых, в этом году несколько объектов именно на территории Гагаринского округа. Это гостиница «Лайнер», спортивный комплекс «Сулус», это и спортивный комплекс «Терх», это и 24-я школа, и парк Победы. И в рамках этого ведется огромная работа, это по благоустройству территории, в частности, ямочный ремонт делается. В рамках ремонта хочу сказать, что у нас уже на сегодняшний день сделаны участки как раз возле гостиницы «Лайнер», почти более 150 квадратов. Идет работа по улице Целковского, кусок более 150 квадратов. Возле 24-й школы у нас уже сделан участок. И идет подготовка очень такая интенсивная возле спортивного комплекса «Терх». Фасадная часть, вот, например, Можайского 21, 19, 17 дома. Вы видите, как они преображаются, как меняются балконы, какая красота наводится. И, конечно же, город преображается, дороги становятся более ровными. Ну, это не секрет. И вот тот же участок, например, взять от рынка Белого озера до спортивного комплекса «Сулус», он идет, такая интенсивная работа, и скоро у нас появится не только асфальт, но и дорожки, по которым могут ходить люди. Это очень важно и очень нужно. В рамках различных структур, которые у нас есть, это и газовики, и дорожники, и, соответственно, структуры, которые входят в окружную администрацию. В рамках подготовки к «Дети Азии» на территории строительного округа проходят подготовительные работы, в том числе на училище Олимпийского резерва. Здесь, произведены подъездные пути со стороны улицы Семена Данилова. Это было все сделано подрядной организацией, которая в рамках муниципального контракта была заасфальтирована 200 квадратных метров. Также у нас сейчас ведутся работы по восстановлению тротуара. Ну и, соответственно, ограждения, которые есть, они будут, соответственно, точно так же. Покраска произведена, ну и, соответственно, уборка прилегающей территории, стрижка деревьев будет сделана в ближайшее время. Все, что делается в рамках подготовки сейчас «Дети Азии», потом, конечно, вся эта инфраструктура и все, что сделано, конечно, будут пользоваться уже все наши жители, то есть в дальнейшем использовать, то есть эксплуатировать это все. Самый главный плюс во всей истории «Дети Азии», он всегда был, это ремонт и строительство новых объектов. Сегодня мы находимся в школе Олимпийского резерва. И, так скажу, здесь ремонт не делался с тех времен, когда построили здание. Сейчас здесь все происходит. Самый старый объект у нас построен зал борьбы в 1976 году, административное здание 1986 год. Вот это, где мы стоим, объект, это в 1991 году. Ну, и общежитие у нас тоже в 2000-х годах построено. Очень много средств потратили. Восстановили все, там мебель, оборудование, сантехнику. Только на ремонтные работы потрачено около 152 миллионов. Так, и, конечно же, оборудование, это уже отдельный разговор, это где-то тоже на 33 миллиона. И, конечно же, мы рады, мои коллеги, мои соратники и также студенты наши очень рады. И 99% сборной команды нашей республики – это учащиеся и воспитанники училища Олимпийского резерва. Мы этим самым доказываем, что училище у нас номер один. Хочу сказать огромное спасибо, огромную благодарность нашему Идархану, нашему правительству, нашему Министерству спорта, что помогли и дали нам возможность освежить, восстановить и, конечно же, приобрести наше училище Олимпийского резерва. Я нахожусь
многофункциональном спортивном зале столицы Якутии в районе Сайсар. Примечательность его в том, что высота этого здания внутри 18 метров. Он построен всего за год, за короткий срок. Сейчас идут отделочные работы. Наш многофункциональный спортивный зал построен благодаря нашему федеральной программе «Спорт. Норма жизни», нацпроекта «Демография». Этот зал построен впервые в нашем Сайсарском районе. Это, скажем так, подарок для наших жителей, для детей. И в этом зале будет проходить волейбол на детях Азии, 8-х международных детских игр. Да? И после этого у нас детская и мужская спортивная школа уже начнет отбор детей в школу, детскую и мужскую спортивную школу. Мы побывали в спорткомплексе «Триумф». Там идут подготовительные работы, они будут продолжаться до 15 июня. Так, у нас по передаче территории по благоустройству замена асфальтирования, это 2700 квадратных метров. Также тротуарных плиток, это 2200 квадратных метров. Внутри «Триумфа» у нас ремонт, косметический ремонт самой арены идут. Там покраска только идет. Кондиционирование поставили, полностью коммуникацию поменяли. Так, столовую отремонтировали. Зал борьбы, зал бокса, раздевалки. Так, и гостиницные номера. Полностью подсветку делаем. Так как в 2012 году было, там такие были. Первую зиму все сломало. Сейчас полностью делаем. Проект мы заказали в Питере. Питерская фирма сделала. Здесь спортивная борьба по 7 видам спорта. Спортивная борьба — это вольная, греко-римская, женская борьба, апсагай, кураж. Бассейн Чулбон – одно из самых знаменитых строений, которое построено было для детей Азии. В прошлом году для ремонта нам выделили 67 миллионов. На сегодняшний день 90% ремонтной работы завершены. Последние штрихи, можно сказать. И у нас на первом этаже малая ванна есть. Там полностью тоже ремонтировали. И потолок, и пол, гардеробные, душевые, туалет. Все поменяли. И на втором этаже у нас полностью сделали косметический ремонт. Здесь перед стартом мы должны приобрести хронометраж Омега, который отвечает по всем международным стандартам. И должны поменять разделительную дорожку, старт клумбы. И, кстати, у нас основная проблема была, где душевая, мужская и женская. По идее, наши подрядчики по графику, по тех заданиям все сделали, но по качеству не отвечало. Поэтому мы попросили, чтобы они все заново сделали. Сейчас они уже демонтаж все полностью сделали, сейчас монтируют. Добрый день, уважаемые коллеги, друзья. Ремонтные работы 50 лет спорта, дворцы 50 лет спорта заканчивается. Мы по графику уложились. Выделенные деньги полностью освоены. Вот сейчас последнее благоустройство заканчивается. Мы поменяли полностью пол, спортивный зал, который вы видели. И полностью поменяли пожарную сигнализацию. Сейчас очень современная. По видеонаблюдениям 56 камер установили. И по всем благоустройство, там, промывка фасада, полностью то, что мы хотели, полностью получили. Благодаря нашему правительству, Министерству спорта, объект практически готов. Подрядчики очень хорошо отработали, и я благодарю своему коллективу, которые тоже очень хорошо отработали. В принципе, по графику все нормально. Мы готовы к принятию международных спортивных игр «Дети Азии» по футзалу. Соревнования у нас будут проходить. Стадион Туймада. Ваш покорный слуга участвовал практически во всех «Дети Азии», которые проводились в городе Якутске. И основным, наверное, объектом, которым
ваш слуга участвовал, это, конечно, стадион Туймада. И я только могу благодарность сказать правительству республики за такой ремонт. Здорово, красиво, спасибо. С 96 года я в этой системе работаю, да, впервые такая большая работа, капитальный ремонт стадиона. По указу главы республики с прошлого года, с октября месяца здесь проводим капитальный ремонт. Вот как видно, полностью стадион обновляется. Это после 2012 года большой ремонт идет. Внутреннее помещение стадиона, вот западная трибуна, работа полностью завершена. Сейчас со второго этажа силами своих работников идет уборка. Внутри помещения проведены следующие работы. Полностью мы сделали перепланировку внутренних зданий, потому что у нас есть требования Российского футбольного союза для проведения всероссийских соревнований по футболу. В соответствии этого требования мы сделали перепланировку с двух сторон, сделали раздевалки для футбольных команд, завершили полностью работу по замене отопления, электричества, водоотведения, вся сантехника, все полностью поменяли. Видеонаблюдение полностью по всему объекту поменяли. Установили 136 камер, из них 18 с распознаванием лиц. Полностью заменена система охранно-пожарной сигнализации. Полностью поменяли, вентиляцию полностью поменяли. Сейчас осталась установка двигателей вентиляции. Легкоатлетический манеж тоже полностью завершен. И полным ходом идет работа по укладке беговой дорожки. Здесь бригада работает, срок завершения 9 июня. Полностью поменяли фасад здания со стороны Лермонтова и со стороны парка металлокассетами. И остальные вот две стороны мокрым фасадом. Полностью поменяли сиденья, 12,5 тысяч сиденья, трибуны. Стадион – самый стратегический объект наших игр, 8 игр. Здесь 26 июня состоится торжественное открытие. Потом с 28 по 3 июля здесь будут проходить соревнования по легкой атлетике и по якутским прыжкам. И 6 числа здесь завершение всех игр, это торжественное закрытие игр. Международные игры «Дети Азии» – это не просто игры, это успех Республики Саха-Якутии.